Вон этот глухарь, первый глухарь за осень. Ну, молодой, конечно, но ничего страшного. Остановился, ребят, я передохну, все, сюда. Перекурим, перекусим, чай попьем и дальше попрем. Тишина, здесь прошли мы нифига. Где-то они там, наверное, если есть. В этих труднодоступных местах для охотника. Туда не хочется лезть, там, блин, вообще место нехорошее. Туда я не пойду. А вон, смотрите, какой тормозок у меня сегодня. Хлеб, колбаса и сыр еще взял. Все. Чай попью. Основное мне хочется попить. С утра уже как бы в избушке. Я только вот покушал, попил чаек. И все пересохло. Немножко отошел, как бы от раздумья этих про медведя, но все равно что-то думается и думается. Понимаю, если, скажем, вдали где-то ты видео встречал, как в прошлом году вот здесь еще где-то, ну, час ходьбы еще сходим в то место, вот там мы встречались. Понимаю, здесь в уголку, ну, это нормально, но вот рядом возле избушки неприятно, честное слово. Неприятно. И голова вот, как этот пенек был. Действительно, как этот пенек. Чего только стоит. Только она сала в нем вот столько было. Так вот. Развелось их очень много. Если вдвоем как-то легче на душе, а в одиночку, когда идешь. Ладно, ребята, я чай попью. На середине вырубки. Самое безопасное место для меня. Вот так вот. Колбасу будем жечь сейчас. Айду еще накормлю. Айде тоже дам хлеб. Чай. Кушает. Ну, так мы на природе кушаем. Хотел карабин купить себе. Думал, карабин буду брать. Как бы я сейчас уже медкомиссию все прошел. Сейчас продлевание разрешения будет. О, блин, ветер. Продлевание разрешения будет. Думал, карабин буду брать. А что-то я передумал. Карабин нужен, но далеко ходить с ним тоже. Скажем, если на рябчика пойдешь, не будешь же брать карабин на него. Это уже карабин нужен именно для зверя, на зверя, когда идешь, или на крупнорогатого. Ну, в тех случаях может быть. Север комбинированное ружье, конечно, хорошее, на калибр чуть-чуть маловато. 20-й калибр. Придется еще пострелять с пулей, там, как с пулей, разобраться, как пулей стреляет. Не могу подобрать патрон, пулю. Высоко стреляет. В общем, я пью чай. И дальше пойдем. Тут пока ловить нечего. Здесь обошел я все. Этот, как его, весь. Всю вырубку обошел. Проверил, можно сказать. Ну ничего, будем искать. Солнце еще высоко. День только начался. Рано мы вышли. Ребята, только что взлетел глухарь.
и кополуха. Кополуха сперва там где-то садилась, потом здесь прилетела он на вырубку. А глухарь где-то метров 200. Ой, я и дала это. 230-300 она где-то пролетела. Не знаю как. Ну, может, если опять оставит. Фиг знает, что там. Сходим, посмотрим все равно. Если на верхушку сядет, как-то более еще можно увидеть. Он опять уже оставила. Ну что ты будешь делать, а? Ох ты, айда. Точно идет уже. Я оставила опять. Как же быть-то? Так нормально работала и начала оставлять дичь. Ладно, схожу сам. Посмотрю примерно ориентировочно вон. Где-то до той сосны надо дойти, а там уже в лес. Где-то метров 50 заходить. Я на месте, ребята. Если не ошибаюсь, где-то он рядом здесь. Собака молчит, может, взлетела уже. Взлетел, да есть. По моим расчетам он куда-то сюда сел. Солнце ослепляет. Вроде как сел он. Видимо, уже улетел. Из-за этого собака и оставила. Должен же где-то сидеть он. Не вижу. Ладно, пока надо выключаю. Там еще сосна хорошая, блядь. Крупная. Обычно на крупных соснах не сидят. Не вижу, нету их. Видимо, улетел. Так близко не должно подпустить она. Только дятлы стучат и все. Не вижу. Не вижу. Улетел. Так, ладно, ребята, выключаю. Что-то улетел, видимо. Не дождался нас. Вон он, ребята, вообще рядом, ебать мой хуй. Вон он. Вон он. Глухарь, ребята, глухарь. Первый раз, ребята, такое.
Добираю глухаря. 2 или 3 попадания. Глухарь сидит. Не взлетает и не падает. Заклинило. Я не почему. Я не знаю почему так. Он вообще уже в шоковом, в шоковом состоянии. Сидит. Что-то непонятно сегодня. Как-то глухаря заклинило. Сидит и сидит, блин. Стреляй и не стреляй. Все равно сидит. И потом... Ну, я понял уже, что не может лететь. Я все снимаю. Ребята, я все снимаю это дело. Как он сидит уже крыльями. Ну-ка, выйди, Федь. И птица начала крыльями махать там. Вон этот глухарь. Первый глухарь за осень. Ну, молодой, конечно, но ничего страшного. И крыльями машет, там сидит, блин. А он ухватился так за сучья и не может туда-сюда. И я снимаю. Но все, ребята, оказывается, моя видеокамера. Я забыл включить, ёб твою мать. И самое интересное я пропустил. Как он там крыльями махал и как начал тихонько падать. Падал. И Айда схватил его. Схватила. В общем, мы сейчас возвращаемся к рюкзаку. Ну, где я заметил. Глухаря я там оставил. Ну, правильный расчет у меня был. Айда вообще не работает. Я не знаю. Просто радует меня. Вот, вместе веселее, но работать она перестала. Что-то глухаря я сам заметил. Он возле меня там крутится. Бегает, я не знаю что. Думаю, надо собаку придется поменять или фиг знает что делать. Но без собаки как-то опасно. Опасность кругом. Здесь кругом тоже медведи шастают везде эти, как сказать, ну, автограф я их не видел уже не раз сегодня. Вот так вот. Вот такой первый трофейная птица. Не зря ходили мы за несколько километров по болотистым местам, по сырым местам. И еще будем ходить сегодня. До половины пути еще у нас. Дальше сходим, посмотрим еще. Может, кого-нибудь еще встретим. А пока я рад. Результат уже, это уже результат. Еще до закрытия путевки еще остался один глухарь. Так что будем искать. Раз приехали на охоту. Опять где-то, ребята, медведи. Айда насторожилась, блин. Нас так ебали уже. Я уже дым сделал. Вон, смотрите. Дымок, запах дыма, чтоб пошел. Чувствует где-то. Фу! Где-то он рядом, ебить твою мать. Фу! Фу! Блядь, где же он, сука? Фу! Так. Там ту сторону смотрит. Фу. На. Уже, блядь, где-то. Он где-то вообще рядом, сука. Что за день сегодня? Кругом медведи, блядь. Ладно, наверное, выключу. Потихоньку все равно придется идти. Куда нам? Но! Надеюсь, убежит. Мы боимся, он тоже должен бояться нас.
Yes. Ладно, мы потихоньку пойдем. Если увижу, буду снимать. Мирно на этот раз обошлись мы. Он куда-то ушел, и мы тоже полукругом так сделаем и обойдем это место. Здесь островок такой получится, где-то 500 на 500. Где-то на этом участке он, наверное, сейчас будет. Мы обойдем и на дорогу выйдем. И уже возвращаться будем на солнце. Ну нахрен туда не залезем. Хотел еще он больше круг сделать. Но думаю, нет. Если медведи тут, рисковать тоже не будем нахрен. Быстрее в избушку сегодня. Что-то день такой, блин. Что в тайге, что у речки, везде кругом медведина. И вроде успокоилась тоже Айдана. Больше меня тоже боится. Фу. Ну и денек. Вроде как все обошлось. Вроде как ягоды есть. Зачем им человека трогать? Не знаю. Ну ладно, ушли. Ладно, не будем уже. Снова вышли мы на дорогу. Это окраина уже вырубка другой. Там дальше тоже дорога поднимается. Там дальше опять вырубка. И пришли вон оттуда, сделали кружок такой. И где-то опасность у нас здесь осталась. Пускай там и остается. Собака так, шерсть дыбом у нее. Шерсть стоит дыбом у нее. И я тоже испугался, блин. Испугался. Действительно, там хрен его знает, что там. Какой медведь. Неприятно. Не знаю потом, в какую сторону, конечно, он ушел. Будем надеяться, что там остался. Если спокойно так живет он, здесь и должен быть. Но в прошлом году я дальше его видел. Вот. Ладно. Дальше сегодня уж точно не пойдем. Мне хватило адреналина на сегодня, мне хватило. Адреналин раш. Блин. В прошлом году как-то меньше было этих зверей крупных. Вот так вот. Ну все, сейчас уже будем еще где-то 1,5 километра, наверное, по сухому месту пойдем и уже обратно будем возвращаться по просеку, где поднимались. Так вот. Все, хватит. В принципе, охота удачная пока у нас. Добыча есть. Еще один рябчик одного видел. И кроме него пока тишина. Ладно, идем. Айда вообще рядом. Перестала вообще ходить. Возле меня и крутится. Слышит, что-то нюхтит. Все вперед смотрит. Но впереди нас медведи ходит, блин. Нам надо идти. Другого пути нет. Идем на солнце. Фу. О, рядом. Далеко вообще не выходит. Это слышит и все. Или раньше тут тоже ходил он, блин. Но следы видел. Он с размером моей обуви. Такой средний размер, но не маленький тоже. Отдыхаю, ребята. Отдыхаем. Мы прошли, что хотели, чуть меньше, потому что нас чуть-чуть напугал зверь, и я не решился дальше идти. Там еще, я уверен, там еще больше этих медведей, потому что там совсем тихо, там людей практически никто не ходит, и звери кругом. Где-то с километра она Айда рядом со мной еще шла. Видимо, там бродит этот медведь.
запах чувствует. Ну, походу, думаю, надо менять тоже собаку. Потому что чуть-чуть, ну, хотя бы, чтобы посмелее была. Или навстречу зверю пошла, а не убегала. Действительно, в комментариях мне писали, что ну, трусливая собака, она лезет под ноги, и можно запутаться, когда нападает зверь. И также с Айдой. Ну, она слишком уже, ну, как сказать, ласковая. Она ласковая слишком, дружелюбная. Но, вот видишь, с встречей с медведем она убегает. Да и самому мне тоже не по душе. В одиночку. Случись что, никто тебя здесь не найдет. Я уверен. Но будут искать человека, но вряд ли найдут. Потому что фиг знает, где ты ходишь, бродишь. Если какая-то через спутник что-то включено, скажем, телефон или еще из электротехники что-то. Ну, из гаджетов я имею в виду. Сейчас будем спускаться. Я на просека уже. Надеюсь, видно. Я на просека. И будем потихоньку спускаться. И 2 километра по самому плохому месту. Участок такой нехороший. Здесь еще пойдем, спустимся к речке. Там у меня вчера я закинул несколько сетей. Надо проверить. Это все по пути. Все по пути. И может еще где что закину, какие сети. Может эти места поменяю. Повыше подниму в сторону избушки. Сейчас далеко от избушки эти сетки у меня стоят. Проверим и к избушке, и там возле избушки уже будем что-нибудь делать. А в тайгу я сегодня уже не пойду. Ну, мне хватило сегодня. Одного глухаря взяли. Жалко, конечно, как он падал, я не заснял. Я ведь снимал, но вот видеокамера не включена была. Как он шатался там и начал падать. Все так интересно было. Как всегда, все такие моменты пропускаем. Вот так вот. Такая охота у нас. Надо прийти в избушку, успокоиться сегодня. Что-то я перебрал слишком адреналина. Адреналин раш. С утра. Не знаю, там в кадр попал, нет, как он нападал. Как он, да, действительно, он метров 40, медведь шел на меня. На собаку тоже. А когда вот спускались, там он, когда скакал, не знаю, удалось нет заснять, там в кадр попало, нет. Вот сколько вот начну вот говорить, рассказывать что-нибудь, но все равно тема идет к утреннему зверю. Хоть что ты делай. И в голове все крутится, крутится. Надо ведь там еще ходить, там на рябчика хотел, там в тех местах сходить, посмотреть. Не знаю, что делать, как быть. И надо собаку. Собаку надо как-то более храбрую, чтобы действительно вот, ну, навстречу шла, а не убегала к опасности, зверю. Но где их найти, таких собак? Лично у нас в Ньюшере не знаю, где-то есть, нету. Может и есть. Бывает, что с собакой пойдешь там,
Собака пугает рябчиков, думаешь, нафиг я взял собаку, зачем мне собака? Без собаки намного больше настреляешь. А вот звери кругом. И если один там, не знаешь, где опасность, и вот тогда думаешь, как без собаки? Нужна собака, зверевая собака, чтобы хорошо работала и на зверя, чтобы останавливала. Так что не знаю, что надо. Хороший друг, товарищ точно нужен. Я имею в виду собаку. С людьми не знаю. Я одиночка. Пока. Не знаю, как жизнь покажет, что будет. Сейчас будем собираться и идти к речке. Так что увидимся на реке.